Доброе утро, дорогая республика! Программа «Сегодня» приветствует вас. И сегодня с вами буду я, Дарья Анкехова. Позвольте проанонсирую, что же ждет нас сегодня на протяжении всего эфира. А он обещает быть очень насыщенным. Сегодня мы поздравим авиацию республику с юбилейной датой. Также мы поговорим об уникальной национальной одежде народов Севера. Мы обязательно поговорим о наших дорогих коренных малочисленных народах, а также поговорим о дружбе, вообще народности на территории нашей республики. Сегодня, благодаря современным технологиям, мы отправимся с вами в музей авиации, а также мы овладеем азами дыхательной гимнастики, приготовим онлайн-завтрак, познакомимся с победителем конкурса «Строганины», а еще мы узнаем, что же такое облачная поликлиника. Ну и завершим эфир мы поездкой в село Янгра. А зачем, узнаем сегодня. Сегодня начинается. Как я уже и сказала, начнем мы наш эфир с юбилейной даты. Сегодня мы не будем поздравлять с юбилеем одного человека, мы поздравим сотни людей. И это авиация нашей республики. И для этого прямо сейчас с нами на связь выйдет бортпроводник авиакомпании «Якутия» Юля Кутлугдинова. Юленька, здравствуйте, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Примите наши искренние поздравления. Огромное спасибо. Юленька, у вас замечательная профессия. Вы бортпроводник. Как же вас связала судьба с небом? Повторюсь, меня зовут Юлия Кутлугдинова, 35 лет, я замужем, у меня двое детей, дочь и сын. В авиацию я пришла с 2004 года. Наверное, каждая маленькая девочка в детстве мечтала стать стюардессой. И вот у меня тоже такая была мечта. Наш папа родился в городе Бугуруслане, где находится летное училище, и в котором учился наш дядя Осадчий Константин Петрович. Вот с самого детства мы смотрели, когда он прилетал с рейса, на его красивую форму, что он элегантный, статный, с голубыми глазами. И он нам говорил всегда, что вы будете у меня самые красивые стюардессы. Вот. И первая в авиацию пришла моя старшая сестра Елена. В 1998 году у нее было обучение на типы воздушных судов Ту-154, Ан-24 и Аэробус А-310. Но, к сожалению, она не смогла продолжить, потому что закрылась авиакомпания «Савиал». И только через 5 лет она смогла совершить свой первый самостоятельный полет в качестве бортпроводника в авиакомпании «Полярная авиалиния». Я всегда равнялась на нее, хотела тоже летать, небо звало. И вот когда мне исполнилось 18 лет, к моему огромному счастью, в авиакомпании «Якутия» был набор, где я прошла кастинг, медосмотр и обучение в город Москва. И вот моя мечта сбылась. Мой первый полет, самый, произошел на Ту-154 в город Владивосток. Это был волнительный момент для меня, незабываемые впечатления. Вот так я полюбила небо и свою профессию. Юля, вы так трогательно рассказываете вот о том, как вы пришли в авиацию. Вот вы сказали, что на сегодняшний день вы работаете вместе с сестрой. А бывало ли у вас такое, что вы выполняли один рейс вместе? Да, конечно, через год моя сестра Елена пришла в авиакомпанию «Якутия», и мы стали с ней часто летать, путешествовать по миру. Это было незабываемые впечатления. За что мы благодарим нашу профессию, что она нам предоставляет такие возможности побывать в разных странах мира, города посмотреть. Вот, благодарим очень сильно нашу профессию за это. Юля, вот скажите честно, такой, может быть, немножко глупый вопрос, а боитесь ли вы высоты? Нет. Нет, то есть... Вообще абсолютно не боюсь. Не Для боитесь? меня как родной.
Юленька, ну у вас сегодня есть уникальная возможность поздравить всех своих коллег с юбилеем. Пожалуйста, у вас есть на это возможность. Пользуюсь, да, возможностью, поздравляю всех авиаторов Якутии, ветеранов, ну и, конечно же, своих коллег. С Днем авиации я вас поздравляю. Счастья, любви, успехов желаю. Каждый полет будет, пусть безопасен. Жизненный путь пусть будет прекрасен. Спасибо большое, Юленька. А мы желаем вам поскорее уже выйти на работу, потому что я все-таки считаю, что наши бортпроводники самые лучшие. И вы тому яркий пример. И еще раз с праздником вас, всего вам самого наилучшего. А еще один вопрос напоследок. У вас есть талисман, который берете всегда с собой в любые полеты? Но наши талисманы – это наша семья и дети, которые нас ждут дома, и мы с каждого рейса стараемся побыстрее приехать домой, чтобы их обнять, поцеловать. Это вот наши самые главные талисманы. Ну, спасибо, Юль, вам за прекрасную беседу. Желаем вам еще раз всего самого наилучшего. Но вы находитесь по ту сторону экрана, а ваша сестра находится прямо здесь и сейчас в нашей студии. И пора бы ее уже пригласить. Знакомьтесь, Елена Зимина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Дарья. Еще одна красавица. Вы знаете, я когда смотрю на людей бортпроводников, у меня прям немножечко даже зависть к вам. Но они все как на подбор. Красавицы, идеальная вот эта форма. С праздником вас! Спасибо вам огромное. Елена, Очень приятно слышать такие слова в свой адрес. Елена, вот расскажите, пожалуйста, вообще немножечко про историю авиакомпании Якутии, потому что история большая. Ну вот для наших телезрителей немножко. Да, в авиакомпании Якутия работаю уже немного более 15 лет. Первый рейс был 21 января 2003 года на самолете Ту-154М Якутск, Москва, Якутск. Это ваш был первый рейс? Да, авиакомпания Якутия. Именно эта знаменательная дата, 21 января, считается днем рождения авиакомпании Якутии. То есть в следующем году, 21 января, мы станем совершеннолетние. Нам будет 18 лет. Здорово. Вот какие же мероприятия запланированы на этот юбилейный год? Вы знаете, к сожалению, пандемия коронавируса, конечно же, пришлось нам все мероприятия передвинуть на окончание этой пандемии. Такие знаменательные даты, да, как 75 лет победы СССР над фашизмом, да, 95-летие. Очень жаль, что мы не сможем отметить их в полном объеме, как хотелось бы. Поэтому поздравления все будут онлайн. Ну, мы все понимаем, что это для сохранения нашего с вами здоровья, в этом приоритет, это самое главное. Мы поэтому целую неделю мы с экранов телевизора поздравляем наших коллег, желаем всего самого хорошего. А как вы отдаете дань ветеранам, которые проработали в авиакомпании много лет? Мы, конечно же, о них совсем не забываем. Мы их чествуем, мы создаем и организовываем вечера, голубые огоньки предновогодние. Праздники 1 мая, 9 мая всегда приглашаем. Всегда они с нами, всегда устраиваем для них концерты и Ой, ну вообще фуршеты. у вас вообще очень такая насыщенная, да? Прям жизнь кипит у бортпроводника, да? И у вас в прошлом году была юбилейная дата, да? Да, в прошлом году у нас была юбилейная дата, и, слава богу, нам удалось ее очень шикарно отметить. 75 лет бортпроводникам Якутии было. Мы организовали конкурс красоты и профессионализма бортпроводников авиакомпании Якутия. Девушки пристали во всей красе. У нас очень талантливый коллектив. Девушки и поют, и танцуют. Причем поют на разных языках, на испанском, на английском. Да. Было несколько этапов. Нужно было представить форму стюардессы будущего. Ситуации на борту очень веселый конкурс. Веселый, да? да? Вы сами понимаете, что ситуации бывают разными. Конечно, конкурс талантов, где девушки пели, танцевали, и выход в вечерних платьях. Это Вот было очень То есть, красиво. мне кажется, конкурс красоты для бортпроводников – это вообще такое двойное шоу, да, представление, потому что, мне кажется, у вас даже вот слезы в глазах появились. Вы, наверное, там участвовали, да? Я была ведущей. А, ведущий. Но вообще у нас конкурсы красоты были, да, в прошлые года назывались «Королева Пятого океана». И Юлия и я, кстати, участвовали и призовые места занимали. Так, да. Вот. Следующий этап был, мы чествовали вот как раз ветеранов наших. Очень многие получили награды, бортпроводники.
Было тоже 3 этапа. Не 3 этапа, у нас 3 звена. Московское звено, Хабаровское и Якутское звено. И девушки выполняли задания, это уже было очень интересно. Всем это запомнилось, все остались очень довольны. А вот вы сразу попали в авиакомпанию «Якутия», да? Вот что для вас сегодня Якутия? Хотелось бы поблагодарить наше руководство, нашего генерального директора Горбунова Владимира Павловича. В такие нелегкие времена, да, для авиационной отрасли, да, для страны, да и во всем мире, да, вы знаете, какая ситуация происходит. Многие предприятия просто закрылись, люди остались, да, без работы. Мы, тем не менее, выполняли рейсы. Мы, мои коллеги, все получали зарплату вовремя. Наша компания динамично развивается. У нас очень амбициозные планы на будущее. Мы надеемся, что мы станем самым крупнейшим дальневосточным перевозчиком. Да. Вот недавно совсем открылся новый отдел. Отдел сервиса и культуры обслуживания пассажиров. Вот так. Да, нам предстоит очень интересная и уникальная такая работа над бортпроводниками для наших пассажиров, чтобы качество обслуживания на борту было выше. То есть вы не стоите на месте? Да, мы все время развиваемся. Вообще бортпроводники – это вечные студенты. Вечные студенты, Да, вечно учитесь. мы всегда учимся, независимо от нашего возраста и должности. Лена, у нас остается совсем немного времени, но я думаю, у вас есть повод обратиться сейчас прямо вот туда, вперед на эту камеру, потому что даю вам слово, буквально несколько секунд. Уважаемые, дорогие мои коллеги, от всей души поздравляю вас с такой знаменательной датой – 95 лет авиации Якутии. С большим, огромным уважением поздравляю всех ветеранов. Желаю вам крепкого здоровья, это самое главное. Желаю, чтобы в ваших семьях царила любовь и взаимопонимание. Желаю вам голубого неба над головой. Оставайтесь всегда влюбленными в авиацию и в нашу профессию. С праздником вас, дорогие друзья и коллеги! Спасибо большое. Ну а у нас сейчас на связи с нами ваша коллега. Это Людмила Микешкина. Она является начальником отдела планирования технического обслуживания авиакомпании «Якутия». Людмила, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Помашите ручкой, она вас видит. Здравствуйте, Людмила. С праздником вас. Спасибо большое. Ну, Мои коллеги также с наступающим праздником. Да, мы знаем, что вы находитесь на своем рабочем месте уже более 30 лет. То есть у вас есть с чем сравнить. Вот скажите, пожалуйста, какой была авиация тогда и какой она есть сейчас, на ваш взгляд? Вы знаете, на сегодняшний момент современная авиация, конечно, стала интересней. Интереснее в плане обслуживания, интереснее в плане документации. Значит, самолетов становится больше, объемы становятся еще больше, самолеты современные, оборудованы современным, извините, оборудованы современным оборудованием. Вот. Ну, соответственно, для нас приоритет, естественно, это безопасность полетов, и этот приоритет мы не теряем со времен еще Советского Союза. Вот, Людмила, скажите, пожалуйста, у вас очень такой серьезный чин, начальник отдела планирования технического обслуживания. Ну, а проще говоря, что входит в ваши обязанности? Ну, если проще говоря, значит, в мои обязанности входит это действительно планирование технического обслуживания, то есть каждое воздушное судно нашей авиакомпании проходит периодическое техническое обслуживание. Моя задача его запланировать, проконтролировать, соответственно, получить готовый результат, чтобы наши пассажиры чувствовали себя в безопасности на бортах воздушных судов нашей авиакомпании. Вот сегодня у нас в студии девочки-бортпроводницы, это семейная династия. И что бы вы могли рассказать про свою семью? Возможно, вы тоже из семейной династии авиаторов? Да, я из семейной династии авиаторов. Я являюсь уже третьим поколением авиаторов Якутии. На данный момент, значит, моя родня вся работала в авиации, до сих пор продолжает работать не только в авиакомпании Якутия, но и в других авиакомпаниях нашей республики. Я даже знаю, что у вас и дочь пошла по вашим стопам, да? Да,
Да, моя дочь закончила также институт, она является инженером по обслуживанию двигателей и самолетов, и на данный момент является инженером-технологом Новосибирского авиационного завода. Какой замечательный пример, да? Вот она, любовь к небу, да? А вот скажите, пожалуйста, если бы у вас была волшебная палочка, что бы вот одно желание вы выполнили для авиакомпании Якутия? Что бы вы пожелали? Пожелала нашей авиакомпании процветания, благополучия, ну, соответственно, расширения нашей маршрутной сети и получения новых воздушных судов. Спасибо большое, Людмила. Я еще раз от всей души поздравляю авиацию республики с этой знаменательной датой. И мне кажется, на вот примере наших героев сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у нашей авиации есть будущее. Спасибо вам большое еще раз. Но я знаю, что у вас есть свой личный повод. Быстренько, да, вот обратиться на камеру. Да, 7 октября. У меня сегодня день рождения у среднего сына. Богданчики, тебя очень сильно люблю. С днем рождения, дорогой сынок. Вот такое поздравление от любимой мамочки в прямом эфире программы «Сегодня». Ну что, дорогие телезрители, мы сейчас с вами сможем воспользоваться уникальной возможностью. Мы отправляемся с вами в музей авиации, где нас ждут уже наш корреспондент Карина Семенова. Мария Павлова сегодня у нас там. Машенька, прием, 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 как, наверное, говорят на борту любого самолета. Маш, ты нас слышишь? Да, я вас слышу. Доброе утро, студия. Доброе утро, дорогие телезрители. Прямо сейчас я нахожусь в красивейшем, современнейшем здании в Доме культуры имени Гагарина. А все почему? Потому что именно здесь с этого года открыл свои двери Музей авиации Якутии. И я вам рада представить человека, который по крупицам собирал все материалы. Это Михаил Егорович Васильев, создатель и руководитель Музея авиации Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Давайте расскажем, с какого года ведет историю музей, сколько здесь всего собрано. Я был одним из первых руководителей авиации Якутии многие годы. И в 2000 году меня избрали председателем Рискома профсоюза авиаработников. Перейдя туда, я решил построить, сделать музей авиации Якутии. Вот в 2001 году мы начали, и вот сегодня уже музей состоявшийся, довольно большой, но это на общественных началах. Помогали, конечно, материально, морально предприятия вначале. В основном эту работу Риском назвали в профсоюз. Что у нас сегодня можно сказать о музее? Музей имеет очень большой запас экспонатов, от них альбомов, в которых история предприятий, история служб, жизнедеятельность предприятий, около 40 альбомов, красочно оформленных моим соратником Ковалевым. Которые мы сейчас прямо можем смотреть, вот показать. И один из них, вот порядка 40 таких альбомов. Один из них, этот вручную альбом, собраны. посмотрите, называется «Память». Здесь сделано все, что мы сделали. Памятники, мемориальные доски, памятники самолеты, наименование самолетом, премии имени наших выдающихся людей. Все вот здесь собрано. Ну и у нас около очень большой объем работ по планшетной фотографии. Вот здесь видно, что это Алсивовская, вот час стоит, а Алсивовская метров на 13. И вот здесь мы занимаемся историей авиации своей плотной, как никто в России. Сейчас в России музей создают, в основном на базе наших книг. Гемеля, основной исследователь Алсива, у него где-то более 10 книг, наверное, только по Алсиву. Ну и вот он, 4-томник, история гражданской авиации Якутии, воздушного транспорта сделал. Ну и здесь вот час его, только час книг. А вот здесь... Так, это мы видим молодые летчики, да, всех времен. А здесь это час моих книг. Я 8 них соавторства Гемеля писал, ну и остальное все сам написал. Я написал по направлениям деятельности авиации. Каждой отрасли по книге. Да, по каждой службе. А тут есть и королевы неба Якутии, это стюардессы, да? Флагманы авиации Якутии. Объединенный отряд, главные воздушные аэропорты Якутии, это вот руководитель авиации, это вот авиационная работа и
перевозки. Перевозчиком, да? Это вот служба движения наша, это вот служба КСМ. Ну и другие там тоже есть. Но не все службы я сейчас не сумела схватить, конечно. Михаил Егорович, а что за интересный экспонат у нас тут стоит? У нас в начале 60-х годов наши летчики из Нижнеколымска летали экспедицию по Антарктиде. Это сын Кузьминова Владимир Валерьевич и Ильи Егоровича Винокурова сын Валерий. Валерий летал, Валерий Ильич. И вот он, Валерий Ильич Винокуров, подарил этого товарища пингвина из семейства Адели. Адели, да. Ага. А здесь у нас вот конструктора, у нас тоже очень большая экспозиция, которые делали советские самолеты. А вот здесь вот наш знаменитый летчик, заслуженный пилот СССР Альков, который, и рискуя всем, своей должностью, своей свободой, делал 13, более 10 методик безопасной посадки вертолета перед кассой авиационной техники в полете. И он очень рискованный человек был, нарушал, чтобы пропустить свою методику. Благодаря его методике она была внедрена в ВВС гражданской авиации СССР, спасены сотни вертолетов, тысячи жизней людей. Это знаменитый человек. Переходим к следующему стенду. Тут уже начинаются самолеты. Здесь мы начали делать, 3 альбома делали по семейным династиям. У нас это более 200 династий, где захвачено более 40 только. Вот это первый альбом, это участники перегонки авиационных американских самолетов, их династии. Начиная с Кузьмина, Браташак, Сладкова, там других. А вот сидят, это ребята, наши товарищи. Кузьмин сам Валерий Ильич, у которого я года 3 в конце 80-70-х годов был заместителем по политработе. И вот Юрий Петрович Яковлев, это командир Ан-12, инструктор, участник перегонки, почетный гражданин республики, Кузьмин почетный гражданин города, Сладков Николай Михайлович, это летный командир. И вот часть самолетов, на которых они летали. Ага, дальше. Но вот здесь начинается чистая история авиации Якутии. Вот, 8 октября 25 года по настоянию Максима Кировича Амосова, он повсюду и в Добролете ставил вопрос и перед правительством России. Состоялся полет самолет «Сопыч», который привезен был на барже, где собран и летал над городом Якутском и окрестностями в радиусе 100 километров. На нем как раз летал герой гражданской войны Гаврил Егоров и Оюнский летал. Испытывали. Исторический борт. Исторический год. Ага, макеты кто, вот чьего здесь, авторства? 40С. Перед этим были экспедиции, после этого были экспедиции вдоль реки Красинская экспедиция и по наземный корпус сегодня я говорю, приняли решение, что надо летать по воде, гидропорты строить. В Якутии было построено около 44 гидропорта по районам. И вот макет гидропорта Якутского, вон, картинка. Первая версия, да? Да. Это первый летчик, который летал на этом самолете. Это вот Наталья Харлампиева об этом стихотворение написала. И вот до 40-го года у нас ни вокзала, ничего не было. В 40-м году тут был этот самый Ленская авиагруппа Восточно-Сибирского управления, то есть глав Северного пути. Они построили вот небольшой вокзальчик. Это первый вокзал. И дальше мы можем увидеть эволюцию аэровокзала Якутии. Ну а потом дальше вот история развития нашего аэропортового комплекса Якутска. Это в 1946 году, после окончания Алсивов, было построено. В 1963 году на 500 пассажиров в час построено. И вот в 1996 году, когда пожар состоялся здесь, Михаил Ефимович через канадскую фирму построил вот этот вокзал. И в 2019 тот сегодняшний вокзал построен. Ну а здесь
самолетом. У нас, Это нынешний вокзал. у нас когда гидроаэропорты построены, летали только гидросамолеты. И вот часть гидросамолетов, которые летали в Якутии, с 1942 года началась перегонка американских боевых самолетов на фронт. Бомбардировщик, истребители. Вот часть из них вот здесь находится. Сейчас одолжили этот музей России, моя история. Ну а дальше вот предвоенные наши самолеты, послевоенные самолеты, знаменитый Ан-2 где-то после 50-х годов поступил у нас на эксплуатацию. Ну и вот дальше, с 1964 года у нас началось с 1965 года эксплуатация турбовинтовых, турбореактивных самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-12, Як-40, Ил-76 и Ту-154. Долго собирали все эти макеты, все эти самолеты? Собирал, мне помогали предприятия якутской авиакомпании «Якутия». Первый зам помогал, и Мирного. Ну, остальное, у кого заберешь, сам придешь. Ага. Так, дальше у нас тут находятся портреты авиаторов Якутии, героев Советского Союза, кавалеров Красного Знамени, участников Великой Отечественной войны. Мы очень благодарны памяти наших участников войны и Алсиева, потому что после войны специалистов не было. В 1946 году только у нас образовалось первое свое самостоятельное управление. До этого были мы придаток Восточной Сибири. И вот в 1946 году, когда образовалось управление, во главе его предприятий стояли участники войны и Алсиева. Вот здесь у нас 10 героев Советского Союза. 6 из них отсюда были призваны, отсюда были призваны. И в 2012 году по нашему настоятельной просьбе при поддержке Егора Афанасьевича Борисова мы восстановлены после 60 лет после разжалования, после 40 лет после смерти героя Советского Союза Кудряшова. Спасибо большое, Михаил Егорович, за столь интересный, подробный рассказ. Дорогие телезрители, как только откроется Дом культуры, вы тоже сможете прийти сами все подробно, спокойно посмотреть. На этом у меня все. Даша? Мария, спасибо большое за вот такую онлайн, значит, экспедицию, можно практически сказать, по музею авиации. Ну а сейчас необходимо нам будет прерваться на короткую рекламную паузу, после чего мы вернемся в эту студию, где познакомимся с интересными людьми, которые чтят, хранят, а самое главное, берегут культуру народов Севера. Көрчақ шоу алтынны 2 күнүттен хас бәтін сәқсын кеғат оғыз частан үтчат сәргир, үтчат күтер беритін көрін истин сәрген. Горячая распродажа морозильных ларей. В Техноторге цены тают. Так, например, ларь на 130 литров за 11 900 рублей. Саха сирақахыт 2 тыгынча сүрбе 1 сыл бастыкы аңарыгар сурутуу компаниятын сагалаата. Алтынне уан күнүгердери почта бары салааларыгар чепчетилак сынанан суруттар. Жон итагайар кагыта саха сире. Алтыны 15 күнігер көміс түгенден аттақ онлайн проекты күйтебет. Бұл купонарынан ойнануқтара мотоцикл, снегоход, трактор, сентай, итки массына, коттедж, онна да атын 200 саналақ білістер. Көміс күн түгенін көттарыма. Доброе утро! Мы снова приветствуем всех телезрителей, кто встречает это утро сегодня с нами. Вы смотрите программу «Сегодня», и сейчас хотелось бы напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире, а значит, дорогие друзья, у вас есть возможность вступить с нами в обратную связь. Все очень просто. Сейчас вы видите наши контактные телефоны, а также страницы социальных сетей. Если вдруг вы хотите задать вопрос кому-то из наших гостей или, возможно, хотите обратиться лично ко мне, то у вас есть
уникальная возможность. WhatsApp номер вы видите прямо сейчас. Отправляйте свои сообщения, и мы, конечно, с удовольствием попробуем ответить на ваши вопросы. Ну а еще хотелось бы напомнить вам о том, что программа «Бюгюн», а в моем лице сегодня, объявила телеконкурс. Он будет еженедельным. Условия просты. Вам нужно будет отправить забавные фотографии вашей реальной жизни на наш Инстаграм. Вы отправляете фотографии в директ, обязательно подписываете, от кого это, откуда вы. Фотографии на тему «Огород», фотографии на тему «Лайфхак» и фотографии на тему «Дети». Я думаю, у каждого есть в архиве забавные фотографии. Видите, как мы не ограничили, так, значит, именно одну какую-то тематику. Мы дали возможность вам поучаствовать в этом конкурсе. Итоги мы будем подводить каждую пятницу. Поэтому прямо сейчас возьмите ваши гаджеты, скиньте пару фотографий, а вдруг повезет вам именно сегодня. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Вы знаете, сегодня понятия онлайн и офлайн плотно вошли в нашу жизнь. И вот на сегодняшний день даже крупные мероприятия проводятся онлайн или офлайн. И недавно в городе Якутске прошла научно-практическая конференция, посвященная национальной одежде народов Севера. Организатором этой конференции выступила Валентина Акимова, которая прямо сейчас с нами на онлайн-связи. Валентина, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, нам, в чем же заключалась суть данной конференции и вообще, как пришла вам идея провести ее вот в такой форме? Ну, конечно, организатором у нас является не только я, у нас огромный штат работников, у нас и Дом народного творчества, Дом народов имени Кулаковского, у нас есть Северо-Восточный федеральный университет, у нас есть Северный форум, который практически в рамках мероприятия, которого мы провели в эту конференцию. Ну, сама идея, у нас сегодня в современном мире проблема ношения национальной одежды является одной из самых актуальных. И, в принципе, вот эти вопросы, которые были обсуждены на нашей конференции, это вопросы сохранения, вопросы развития, изучения и вообще опыта использования традиционной национальной одежды в современных социокультурных практиках является одним из самых, наверное, интересных и злободневных на сегодняшний день. Вот. А у меня личный вопрос к вам. Как вы вообще относитесь вот к этностилистике? Сейчас очень много молодых дизайнеров стали вот возрождать эту любовь к народной к национальной одежде, простите. И вот ваше личное мнение, правильно ли они это делают и нужно ли вообще этим заниматься? Вообще интерес очень высок, да? Интерес высок не только среди, скажем, старшего поколения, но и среди молодых. И поэтому сегодня очень часто начинают путать традиционную национальную одежду с этническим костюмом. Вот здесь уже, конечно, необходимо нашим молодым модельерам, нашим, скажем, носителям одежды, да, практически нашим народным ассирийцам, конечно же, как мы говорим, использовать как раз вот этот опыт использования как раз вот этих практик. Сколько человек приняло участие в конференции и какие регионы были представлены? Вообще свыше 100 человек приняли участие на нашей конференции. Представлены были не только наша Якутия, да, но и у нас Камчатка, у нас и Томская область, у нас и Мурманска были. И у нас были наши коллеги как раз вот из Америки, которые тоже вот приняли участие в нашей конференции. Тоже очень интересно рассказали о своих практиках сохранения национальной одежды, его использования и так далее. Ну, а вот лично в вашем гардеробе есть национальная одежда?
Да, конечно, есть. Мгм. Вот, а вот скажите, пожалуйста, все-таки возвращаясь к тому, что мы должны сохранить традиции и как-то их внедрить в наше нынешнее время, да, где молодые специалисты могут найти литературу, да, ведь это, наверное, очень сложно на данный момент, да, или обучиться, допустим, этому. Вот на ваш взгляд, у нас с этим есть сейчас проблемы или возможности все-таки есть? Да, конечно, есть проблемы, потому что у нас чисто как бы посвященные национальной одежде народов Севера очень мало, но есть у нас специальные работы, труды общего характера, в которых практически описывается как раз вот именно традиционная национальная одежда. Но их, в принципе, очень мало. А в Национальной библиотеке у нас есть как бы специалисты, которые помогут тем, кто интересуется, подобрать как раз вот такую литературу. Мгм. И все-таки давайте подведем итоги этой конференции. Ведь любая научная работа, она должна быть подытожена. Конечно, по итогам нашей конференции мы, в принципе, будем издавать сборник, но мы будем издавать, у нас конференция проходила очень такой нестандартной как бы формате, да, мы соединили практическую часть с теоретической частью, поэтому мы будем уже издавать пособия по технологиям как раз обработки шкуры, по вышивке национальной, как бы использование национальных технологий, да, вот узоров и бисера, плетение бисера и так далее. То есть у нас будет методическое пособие по итогам вот этой конференции. И нам очень хорошо, конечно же, наши мастерицы, народные мастерицы, которые как раз поделились со своими секретами как раз вот использования и обработки шкур, технологий шитья и так далее. Мы это все вообще сделаем пособие. Вот я прочитала в средствах массовой информации, что огромной такой любовью вот именно впечатлила, да, своей работой представитель Камчатки, правильно? То есть у нее был мастер-класс по выделке, да, и очень много откликов и отзывов было. Да, конечно. Это у нас Лилия Айфик, которая приехала к нам из Камчатки. Вот, пожалуйста, у нее не только она показала нам обработку шкуры, да, полный цикл процесса, всего процесса, да, но и как бы народные песни пела при этом. Это было очень интересно, конечно. Очень интересно. Но вот если... Вот просто вопрос к вам лично, да, вы все-таки считаете, что для именно сохранения национальной одежды именно нашей республики, какие ресурсы необходимы? Вот опять же про ту самую волшебную палочку, которой я задавала вопрос представителям авиации республики. Вот была бы у вас волшебная палочка, что бы вы сделали такого, чтобы сохранилась все-таки наша национальная одежда? Во-первых, сырье. Материал, который так необходим для наших мастериц, это те, как бы, как мы говорим, узоры, если делать из оленевого, скажем, волоса, то практически сегодня у нас нет вот этой, как бы, конский волос, да, очень тоже характерная, выделяющуюся нашу, скажем, специфику нашей вышивки. Поэтому вот технологии, если у нас были бы материалы, да, для мастериц, в широком таком понятии этого слова, то, в принципе, можно было бы как раз вот сохранить те традиции, те технологии старинные, которые так необходимы для сохранения как раз вот этой идентичности нашей традиционной. Ну вот на такой оптимистичной ноте я благодарю вас, Валентина, за прекрасную беседу. И, конечно, я присоединяюсь к той самой волшебной палочке и надеюсь, что все у нас будет хорошо. Спасибо большое. Ну вот буквально недавно, благодаря Валентине, я узнала об очень интересном способе изготовления нити. А поделилась секретами мастерица из Камчатского края. Внимание на экран. Это от ниток жир. Прям дословно. Вот смотрите, сколько его здесь. Вот такие короткие нитки, все равно мы их не убираем.
не выкидываем, потому что они потом все равно вот такого размера нитку или либо нарастить надо, либо нитку прям целую делаем. Ну вот я вам сейчас образец сделаю, не с тонкой, не тонкую нитку, а чтобы было хорошо видно, я вам потолще сделаю. Прям потолще. Потому что мне мама говорила, прям бери толстую нитку и учись. На толстых нитках хорошо учиться. Да. Сейчас я вам так просто образец сделаю. Сейчас. И с сухими руками невозможно нитки делать. Вот сейчас я, благодаря тому, что я помазала нитку жиром, у меня руки стали такие липкие. Надо, чтобы были руки липкие. Вот видите, уже крутится, и можно помочь левой рукой. А так крутим. Сейчас очень сильно жирные руки. И так на руке. Вот нарастить, чтобы дальше, например, смотрите, вот эта вот нитка одна короткая, одна длинная. Как же мы нарастим? Мы, значит, заготовку сделали. Вот такую нитку. Интересно, что где иголка вдевается место. Вот смотрите, вот сухожилие. Вот здесь должен быть узелок, а вот тут вот иголку вдеваем. И вот тонкая сторона всегда она такая слегка, она не белая, она немножко отличается цветом от верхней стороны. Желтее. Да, желтее она такая. И вот так соединяем две нитки. И надо их на себя прокрутить пару раз. Вот мы соединили, прям прокрутили. Надо теперь их дальше крутить. Да, вот. И получается, стена хорошо крутится, и можно вперед прокрутить. Получилась вот такая нитка. И опять до конца докручиваем, и получается. Узелок не делая, наращиваете. Да, наращиваем. Ну, средняя нитка где-то. До достаточной длины. Да, где-то приблизительно, сантиметров 50, наверное, где-то. Больше, длиннее никак. Потому что неудобно. Она будет длинная, завязываться, связываться. И мы соединяем готовые нитки прямо теми, которые кончиком, самым тонким кончиком вместе. Это на хранение, да? Да, на хранение. Ну, обычно я делаю вот так вот. Их вместе вот так прокрутила. Раз, и получается вот такая вот эта вязанка. Когда нужна нитка, просто ее перебрал, выдернул из кучи, эта вязанка целая, пока не закончится. Сейчас нам необходимо будет прерваться на короткую паузу, а перед этим я хотела бы напомнить вам о том, что для того, чтобы участвовать в телеконкурсе, вам нужно отправить фотографии на наш Инстаграм. Алтыны 15 күнігер көміс түгенден аттақ онлайн проекты күйтебет. Бұ купонларынан ойнануқтара мотоцикл, снегоход, трактор, сентай, 2 машина, коттедж, оннада атын 200 саналақ білістер. Көмес күнтүгенин коттарыма. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай.
Саха серинеке немекетигер тута хороллах Алроса компания туладыр эйкене карыстыр. Ол тугар оңорон тахары табогун булгутчур астыр, онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричествоны ылар. Туханылы битсепдери чөлүгөр төһерер. Саха серин айылкатын нарыннамчы керетин, уянын карыстыр, сүдү кыгын билинет. Алроса Саха компанияда. Мы продолжаем наш эфир, и сейчас с нами на связи находится заместитель министра по делам Арктики народов Севера Михаил Погадаев. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем недавно вы вернулись с такого масштабного мероприятия. Это был форум коренных малочисленных народов Севера в городе Москва. Расскажите, пожалуйста, про то, в каком количестве поехала наша делегация и как прошло данное мероприятие. Да, действительно, 27 по 23 ноября состоялся форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, посвященный 30-летию со дня основания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Это были достаточно большие торжественные мероприятия. Вот, от Республики Саха-Якутия выехала представительная делегация в составе около 70 человек. Это были и наши старейшины коренных малочисленных народов Севера, это были активисты ассоциации региональной, это были представители органов власти, это также были наши народные мастера, творческие коллективы. В общем, республика была очень хорошо представлена и очень активно принимала участие в этих мероприятиях. Мы, более того, даже приняли участие и в содержательной части, да, то есть мы обогатили этот форум и провели 23 сентября презентацию опыта Республики Саха-Якутия в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера. Это мероприятие у нас было посвящено десятилетию со дня принятия закона об этнологической экспертизе в Республике Саха-Якутия. Нужно сказать, что вот вообще республика пионер и лидер среди регионов Российской Федерации по законодательному обеспечению интересов и прав коренных малочисленных народов Севера. И вот в ряду вот этих достижений стоит вот этот закон, наш закон Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе, который позволяет защищать права коренных малочисленных народов Севера в условиях промышленного освоения, экономического развития, то есть соблюсти некий баланс интересов. И вот этот опыт, он очень востребован в целом в Российской Федерации, в регионах Российской Федерации. И мы в нашем постоянном представительстве Республики Саха-Якутия в городе Москве провели такое очень серьезное мероприятие, совещание с участием органов власти, федеральных органов власти Республики Саха-Якутия в лице вот первого заместителя председателя правительства республики Алексея Засимовича Колодезникова представила опыт, сделала презентацию опыта, так как у нас Алексей Засимович является председателем комиссии по этнологической экспертизе. Вот, поэтому он доклад сделал, и все министерства федеральные, представители регионов, они все, ну, в том числе эксперты федеральные, да, которые занимаются этнологической экспертизой, они все принимали активное участие и говорили о том, что опыт республики уникальный, очень передовой и востребован во всех регионах России. Михаил, очень насыщенную работу вы, конечно, проделали. Не каждый регион Российской Федерации может похвастаться такими результатами, да, после этого форума. Но, конечно же, нас интересует еще и культурная программа, ведь мы знаем, что была очень она также такая яркая, красивая, насыщенная. Приняли ли вы лично в каком-то из этих мероприятий участие? Да, вся наша делегация очень активно принимала участие во всех культурных мероприятиях. В первую очередь я бы хотел отметить очень важное мероприятие. Это
выставка, международная выставка «Сокровища Севера». То есть со всей России приезжают народные мастера и показывают свое мастерство, свои работы. И от нашей республики тоже выехало достаточно много народных мастеров, наши мастерицы, которые представили свои работы. Это по народным промыслам, национальную одежду, кухню, утварь и так далее. Да? То есть мы показали всю нашу красоту нашей культуры, и материальной культуры, и нематериальной. Кроме этого, в культурных мероприятиях принимали участие наши творческие коллективы, это наши народные ансамбли, Долгунча, это молодежный ансамбль Гиркилен. Вообще нужно отметить особую роль нашего Дома дружбы народов имени Кулаковского, который проводит очень такую большую работу по сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, в том числе, да, ну, наряду со всеми другими народами нашей республики. И вот благодаря этой работе наша республика очень достойно представила наши творческие коллективы, наши достижения в области культуры. Многие участники этой выставки «Сокровища Севера» получили призы, были победителями многих конкурсов, которые проводились в рамках выставки «Сокровища Севера». Это и наши организации женские, аборигенка, северянка и так далее. То есть мы очень так активно принимали участие. Была большая, обширная программа концертов, то есть все наши ансамбли выступали на всех площадках. Кроме этого, состоялось торжественное собрание по случаю 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, где также был большой гала-концерт, в котором наши творческие коллективы показали все свое мастерство. Спасибо большое, Михаил. Но вот лично я слышала о том, что, допустим, представители Камчатского края представили вниманию зрителя свой национальный танец, который длится там порядка, ну, по-моему, 10-15 часов, если я не ошибаюсь. Вы были свидетелем этого такого массового танца? Ну, да, видел этот массовый танец. К сожалению, я не смог принять участие, потому что у нас уже здесь, в Якутске, начинался Северный форум по устойчивому развитию, на котором наша делегация уже торопилась, поэтому, но наши представители приняли участие вот в этом народном танце Ал-Халалай называется, да, этих камчатских народов. Очень интересно. Я думаю, что вот эта дружба народов, она будет продолжаться, и ассоциация, и движение малочисленных народов будет только крепнуть с годами. Спасибо большое, Михаил. Мы желаем вам продуктивной работы. И, конечно, вы работаете во благо республики. И вам за это отдельное спасибо. Ну, а мы движемся далее. И очень много мероприятий проводится, конечно же, именно в нашем городе. И все это благодаря работе Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. И совсем недавно прошла патриотическая акция. А какая, узнаем прямо сейчас. Вашему вниманию мы представили лишь часть этой патриотической акции, потому что подобных фотографий было сотни. И с нами на связи сейчас Старостина Александра. Это ведущий специалист Дома дружбы народов имени Кулаковского. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в честь чего была представлена эта акция и сколько человек в итоге приняло в ней участие?
Патриотическая республиканская акция была приурочена к году патриотизма и ко Дню государственности. Какие основные... Ага, и участие более 2000 человек. Более 2000 человек, да? Какие все-таки основные цели и задачи вы, знаете, были у вас изначально при создании этой акции? Потому что, ну, вроде основные условия были какие? Отправить фотографию, а дальше-то что? Что вы хотели показать этими фотографиями? Ну, это, конечно же, пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, да, и уважения к истории и культуре народов Республики Саха-Якутия. И, ну, мы все хотели, Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, все хотели объединить, всех собрать вокруг Салама дружбы. Александра, к нам вот сейчас на WhatsApp нашей программы приходит вопрос. Какие мероприятия сейчас проходят в Доме культуры народов? Сейчас вы можете подписаться в Инстаграм-страницу Дом дружбы народов Кулаковского, ДДН Кулаковского, и принять участие в проекте «Многоликая Якутия». Все в национальных одеждах фотографируются и отправляют на указанный номер и почту. То есть это тоже как акция или это какой-то конкурс? Будут победители или нет? Это конкурс. Победители определяются по голосованию. А лично на ваш взгляд, насколько важно возрождать и развивать, сохранять культуру народов Севера? Конечно, это очень важно. Всем нужно помнить свои традиции. Это же все-таки наша душа, это то, что идет изнутри. Вот вы говорите, очень много людей, да, откликнулись на патриотическую акцию, да, и у вас вот буквально несколько фотографий мы успели только показать из ограниченного времени, да, ну, а вот вам лично какая фотография запомнилась больше всего? Ой, конечно же, было очень приятно получать множество фотографий, все такие красивые, ведь мне хочется рассказать еще вот как зародилась вообще эта идея, потому что это с моего глубокого детства, ну, глубокого, когда я была маленькая, моя мама Анна Револевна срисовала со старых учебников вот такие фигурки, ну, парочки, мальчики и девочки, которые бывали же раньше в национальных костюмах. И она разукрасила карандашами цветными, они были такие красивые, они прямо вот... Я с этими куколками бумажными ходила целыми днями и раскладывала вот так вот с удовольствием. А вот сейчас, когда во время вот сейчас такого времени пандемии, да, когда вот работа идет только дистанционная, как раз-таки вспомнила про эту идею и поняла, что я могу своих кукол оживить, и так и получилось. Всех приглашала, и мы фотографировали, да, конечно же, в масках по 2 человека только приходили, фотографировали, но они такие красивые. А с проекта, которые отправляли со всей республики, от северных улусов, Алаеха, Набарские, Усианские улусы, Нерюнгри, со стороны Нерюнгри, с Вилюйских групп улусов. Конечно же, мне очень запомнилась Мария Ивановна Тролукова, которая вдова ветерана Великой Отечественной войны, прапрабабушка. Ей 98 лет, и она Передаем ей пламенный привет, пользуясь случаем, да? Спасибо большое, Александра. Нам необходимо уйти на короткую паузу. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Көрчақ шоу алтынны кис күніттен қаз бәтін сәқсын кеғат оғыз частан үтчат сергир, үтчат күтер беритін көрін истин сәрген.
прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Саха сиринекенеми кетигер тута хороллах алруса компания туладыр эйкене карыстыр. Ол тугар оңорон тахары табогун булгутчурастыр, онна каттан туга тахарар. Күн отуттан электричествоны ылар. Туханыллы битсепдери чөлүгөр төһерер. Саха сирин айылкатын нарыннамчы керетин, уянын карыстыр, сүдү кыгын билинет. Алруса Саха компанияда. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что вы смотрите утреннюю программу «Сегодня». Вы знаете, я очень люблю поесть, но ем я мало. Но на свете есть только одно блюдо, ради которого я отдам любой кусочек самого вкусного торта. Я отдам любой стейк самой вкусной прожарки. И это строганина. С приветствием в нашей студии сегодня победитель всероссийского конкурса строганина Гаврил Толстоухов. Здравствуйте, Гаврил. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, мы вас представили как победитель конкурса строганина 2020. Расскажите, пожалуйста, о данном мероприятии, как вообще вас туда занесло и, конечно же, как проходил сам вот этот конкурс. Очень, наверное, много вопросов возникает у телезрителей, да? Угу. Так, в городе Москве с 23 сентября по 27 сентября прошел фестиваль, так сказать, российский международный фестиваль «Сокровища Севера», да, где были представлены все малочисленные народы России. И в рамках вот этого фестиваля проходил конкурс строганина. Это российский, получается, российский. И меня туда пригласила председатель некоммерческой организации, некоммерческой женской организации, да, общественной организации, аборигенка Кимовна Герис, за что ей большое спасибо. Но она пригласила меня, спросила, поедешь ли, вот будет строганина там, потому что в прошлом году было, там победители были, мол, поедешь ли. И я дал согласие. Легко согласились? Конечно. Конечно. Дело в том, что я участвую в конкурсе, вот городской конкурс строганина, и также занимал призовые места. Опыт большой вообще. Да, опыт большой, поэтому, конечно, себя как-то надо уже показать, посмотреть, какие народы, какими, вот это. Так, ну хорошо. Вот условия конкурса были какие? У всех была одинаковая рыба или у всех была своя рыба? А одинаковое орудие, ножи? Вот какие были основные условия конкурса? Так, насчет конкурса, когда я ехал, я не знал вообще, да, какую рыбу. Мне сказали взять рыбу, взять 2 рыбы. Ну, я подумал, здесь обычно делается 2 килограмма, чуть больше, да? Ну, я заказал рыбу, как раз однокурсник с Быков мыса прислали мне рыбу. Чир? Омуля. Омуля, да, свежего омуля. Я сказал, что надо мне очень свежего, все-таки Москва же, да, все-таки гостей буду угощать. И очень свежего омуля прислали. Я увез. Я очень боялся, что пока я еду, все-таки тепло, все, и поэтому думаю, как бы... Довести-то как, да? Да, как бы довести. Но мне сказали, да, там все в самолете, холодильник есть, все. Довез там, еле я, конечно, уже растаяло. Приехали в Москву, все положили. И насчет ножа. Нож, да, нож. Когда я ехал, мне сказали, вези свой нож, чтобы все это самое. Но из-за того, что, да, вот нож у меня не, кустарного производства, да, поэтому, да, не сертифицированный, я испугался. Мне сказали, в багаж положишь, ничего не будет, все нормально. Как выкрутились из этой ситуации? Да, и поэтому я, когда поехал, у меня нож такой, понимаете, сделанный специально для подстроганину, для конкурса, вот, городского конкурса сделан. Он сделал там мастер. Да, вот это. Он? Это он. Вот этот нож. Видите, да? Этот нож сделан в Алданском районе, село Хатыстыр. Мастер Марфусалов Святослав Петрович. Он вот сделан для строганина, именно для строганина. Видите, да, вот второй нож вот этот, тоже он сделал,
Но это сделает тоже для строганина, но это сделано для, чтобы шкуру снимать. А это вот как раз вот для строгать вот это. Ничего себе. У меня аж руки дрожат. То есть шкуру надо снимать отдельным ножом? Да. По правильному. Правильно. Строгать другим. Вот он секрет успешной строганины, да? Ну хорошо, значит, сколько вообще участников-то принимало в конкурсе участие? Так, когда мы приехали, поехали в павильон в Сокольники, где проходило это, это было 26-го, мы предварительно приехали, и нам сказали, что уже 5 участников заявили, но еще это открытие только 23-го было, и уже 5, мы 22-го прилетели. И уже 5 участников. Я сказали 6-й. Но еще сутки есть, поэтому еще не все приехали, и будут еще заявки. Ну, в общем, вы были победителем из скольки человек? Я был победителем. Так, было 7 команд, потом так. Из-за того, что конкурс, так, там была организация, да, там Юля, она сказала, что, как бы сказать, правила из Якутии все. И одной команде не понравился, и он отошел. И так, первый финал я прошел, второй тур тоже прошел. И Гаврил очень волнуется, так торопится, да? Но самое-то главное, что он победил, и самое главное, что через год он поедет в Турин и вновь будет представлять нашу республику на аналогичном конкурсе, правильно? Да. Правильно? Да. Ножи-то готовим уже, сертифицировать будем их в этот раз? Вот, надо, у меня вот видите, да, вот нож. Но я думаю, что у меня проблема вот с сертификацией, думаю, кто-то поможет. Решим проблему после этого эфира, хорошо? Хорошо. Ну все, спасибо большое, Гаврил, что с достоинством представили нашу республику в городе Москва, и желаем вам удачи в Турине, а после встретимся в программе сегодня. Спасибо. Ну а сейчас вопрос такой, чем завтракали сегодня? Сегодня завтракал, как всегда, яичница. Яичница? И пирог рыбный. Рыбный пирог. Вот такой завтрак был у Гаврила. Я, к сожалению, не успела позавтракать. Ну и для тех, кто похож на меня сегодня, мы сейчас выходим на связь с Ириной Дегтяревой, которая расскажет нам о том, как сделать правильный, полезный и вкусный завтрак. Ирина, доброе утро, здравствуйте. Ириночка, доброе утро. Мое утро началось. Меня слышно? Слышно. Еще раз доброе утро, Ирин. Если меня хорошо слышно? Ага. Доброе утро всем. Мой день сегодня начался с творожных пончиков и с витаминных чаев. Витаминные чаи у нас как раз сейчас актуальны осенью, потому что все знаете простудные заболевания, вирусные заболевания, поэтому мы такие чаи готовим практически каждый день. И один чай я уже сделала, это у меня имбирный чай с лимоном и медом, буквально из 3 ингредиентов. И рецептом второго чая я хочу с вами сегодня поделиться. А для этого нам нужен вот такой стеклянный чайник, чтобы у нас видны были все фрукты и ягоды наши. И чтобы была отдельная ситечка. Так. Для того, чтобы нам сделать фруктово-ягодный чай, подойдут любые фрукты и ягоды, которые у вас есть в холодильнике. У меня сегодня в холодильнике были яблоки, лимоны, брусника, шиповник, ну и, конечно же, мед обязательно. Берем наш чайник и закладываем туда наши фрукты. Яблоки у нас тут, лимоны. Так, выкладываем. Далее добавляем бруснику. Брусника у меня замороженная. Немножко шиповника. Все у нас ингредиенты полезные, все они обладают какими-то полезными свойствами, да? Антивирусными, антипростудными. И теперь мы это закрываем вот так вот. И насыпаем сюда чай. Хорошо, если у нас есть иван-чай, например. Ну, какой-нибудь листовой чай лучше взять, да? Так вот. Насыпаем в ситечко. Так, ну, где-то чайных ложек. Сколько у нас тут? 4-5, наверное. Даже можно побольше.
Так, и заливаем все это кипятком. Но кипяток у нас должен быть чайник не только что прямо вот только что он вскипел, да, мы даем ему немножко постоять, чтобы у нас компоненты полезные чая ну, как бы не исчезли, да, и заливаем. Заливаем потихоньку. Как я уже сказала, можно использовать любые фрукты и ягоды, которые у вас есть, потому что все они полезные, особенно... Ирина, как назовем этот чай? Как назовем этот чай, Ирин? Давайте назовем этот чай витаминный чай сегодня. Витаминный чай сегодня. Отлично. Хорошо, продолжение у нас следует. Так, добавляем сюда мед. Ну, пару ложек, да, по вкусу. А если меда нет, то можно добавить сахар. И даем нашему чаю настояться минут 10-15, чтобы он у нас вобрал в себя все наши витамины. Да? Закрываем. И вот посмотрите, вот такой красивый чай у нас получается. Сейчас он настоится, и мы его обязательно попробуем. Вот так вот, да? Ну и все зрители обратили внимание на такие замечательные шарики, которые у вас находятся на прекраснейшем, красивейшем столе. Просто уже картинка даже одна у меня начинается прям обильное слюноотделение. Ирина, что за такие шарики-то у вас там? Спасибо. Это у меня творожные пончики, некоторые называют их колобки. Я тоже могу поделиться рецептом. Наверное, этот рецепт знают все хозяюшки. Для него нам потребуется 2 пачки творога по 180 грамм, 2 яйца, сода на кончике ножа, 2 столовые ложки сахара и мука, где-то 1,5-2 стакана. Мы делаем тесто. И здесь есть 2 нюанса, которыми я тоже хочу поделиться. У нас шарики, вот специально оставила, да, чтобы показать, должны быть размером не больше грецкого ореха, потому что у некоторых они остаются сырыми внутри, когда жарятся. Вот он секрет, да, успешных пончиков. Да. Ирина, вы такая все время жизнерадостная, такая вся активная, позитивная, добрая, у вас всегда шикарно накрытый стол. Расскажите, где черпаете вот эту энергию-то сумасшедшую? Ну, где черпаю энергию? В семье черпаю, в жизни черпаю. Люблю жизнь, улыбаюсь, радуюсь мелочам. А вот скажите честно, прям каждый день так красиво и шикарно накрываете столы? Ну, стараюсь. Это у вас уже вошло в привычку, да? Ну да, у меня кулинарная страница в Инстаграм, да, как вы знаете, поэтому я, конечно же, стараюсь каждый день накрыть красиво стол, подать что-то красиво, приготовить что-то вкусное и, конечно, поделиться рецептами с моими подписчиками. А как тогда, секрет, расскажите свой, как от гостей-то, вот так культурно вы немножечко намекайте на то, что не надо приходить ко мне каждый день, когда я выкладываю такой стол. Улыбкой? Ну да, наверное. Вот так вот. Спасибо большое, Ирина, вам за то, что поделились с нами секретами. Потрясающий чай, потрясающие пончики. Доброго утра вам и не прощаемся с вами, увидимся вновь. До новых встреч. Будьте здоровы. Ну что, дорогие друзья, у нас эфир в самом разгаре, и сейчас мы прервемся на короткую паузу. Көрчак шоу. Алтынны 2 күн өттен. Хаз бәтін сәқсын. Кеһә 9 частан. Үтчат сергир, үтчат күтер беритін. Көрін, истин, серген. Самый лучший магазин, да еще и не один. На качество акцент. Светофор. Магазин низких цен. Не оставляйте детей без присмотра. Храните спички и зажигалки в безопасном месте, недоступном для маленьких детей. Необходимо обеспечить доступ к ключам от запертых дверей на случай эвакуации при пожаре. При пожаре звоните 101. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии.
Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. Итак, дорогие друзья, сегодня вместе с вами я, Дарья Анкехва. И напоминаю вам о том, что мы работаем в прямом эфире, и у нас существует обратная связь. У нас есть WhatsApp номер, на который вы можете отправлять свои вопросы нашим гостям, либо, возможно, вопросы, которые интересуют вас, узнать впоследствии на наших эфирах. И хочу вам доказать о том, что действительно это все работает. Наш телезритель задает вот такой интересный вопрос. Вы летом в Африке проводили отпуск? Ну что, с удовольствием отвечу на ваш вопрос. К сожалению или к счастью, в Африке я не побывала этим летом. Я отдыхала на территории Российской Федерации. Но с удовольствием, я думаю, и с вашими пожеланиями отправлюсь туда в скором времени. Вот такое сообщение отправил нам телезритель. Очень по-доброму, мило. И спасибо большое за обратную связь. Ну и что, мы продолжаем. Итак, в июне 2020 года стартовал проект Минздрава Якутии. Это сервис «Облачная поликлиника». Для тех, кто еще не знает, что такое облачная поликлиника, я постараюсь объяснить это просто вот буквально в 2 словах. Это телефонное приложение, то есть вы берете свои гаджеты, заходите в App Store либо в Play Market, скачиваете приложение «Облачная поликлиника». Выглядит это вот так. Вот, посмотрите, пожалуйста, «Облачная поликлиника», такой значок, очень яркий, вы его не спутаете ни с чем. Итак, вот вы скачиваете это приложение, затем оно у вас выходит вот здесь на экране. Далее система простая. Я не буду показывать сейчас весь процесс, потому что это займет достаточно долгое время. Но рассказываю, вообще для чего нужно это приложение. Это приложение помогает дистанционно отслеживать самочувствие людей, состоящих на учете, либо тех, кто находится на карантине, либо для тех, кто проживает в отдаленных местах. Здесь хранятся все необходимые данные. Это ваша карта пациента, результаты анализов и всех иных обследований. Здесь же можно, самое главное, уникальная возможность, получить консультацию у специалиста, попасть на дистанционный прием, и все это без риска заражения ковидом. Как же работает облачная поликлиника? Все очень просто. Скачивайте приложение. Далее необходимо будет зарегистрироваться через портал госуслуги. Затем вы заполняете анкету. Там очень просто. Анкета на показатели здоровья. Ее нужно будет заполнять ежедневно. Но для этого вам будут приходить пуш-уведомления, то есть смс-оповещения, которые будут напоминать вам об этом. Затем, если вам будет нужна консультация врача, вы оставляете заявку онлайн, соответственно, в регистратуре поликлиники. И потом с вами на связь обязательно выйдет врач для удаленного приема. Вот такое замечательное приложение придумали Минздрав Якутии, и оно работает. Там уже достаточно много клиентов, поэтому это все очень просто, несложно. Вы хотя бы просто попробуйте, хорошо? Заботьтесь, пожалуйста, о своем здоровье в период пандемии. Ух, как много я наговорила. Вот как говорят обычно, много-много говоришь, сделай выдох. А вы знали, что выдох должен быть намного дольше, чем вдох, для того, чтобы у вас был здоровый организм? А все подробности о дыхательной гимнастике мы узнаем прямо сейчас онлайн, потому что наш корреспондент Катерина Винокурова сейчас выходит с нами на связь. Екатерина, доброе утро, здравствуй. Доброе утро, Даша! Доброе утро всем телезрителям, которые сегодня вместе с нами. Мы вещаем с городского парка культуры и отдыха. Дыхание – одно из жизненно важных процессов в нашем организме, которым мы можем самостоятельно, осознанно управлять. А научиться правильно дышать можно совершенно в любом возрасте. В этом уверен наш гость, с которым мы сегодня будем говорить о дыхании и выполнять правильно комплекс упражнений по дыханию. Василий Самсонов, исполнительный директор Федерации УШУ по Республике Саха-Якутия. Василий Миронович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, что такое дыхание в целом, да? Мы знаем, что оно имеет очень много подвидов, видов. Что это такое? Ну, мы знаем, что
дыхание – это один из основных процессов жизнедеятельности человека. За счет химических реакций мы живем, а химические реакции происходят в нашем организме от того, что попадает кислород, и начинается процесс горения. Химическая реакция в организме, выделяется углекислый газ, который мы выдыхаем. Соответственно, в дыхании у нас участвует кислород и углекислый газ. Инь, ян, по шуистке. Да? Получается, что у нас кислород заходит, углекислый газ выходит. Для того, чтобы процесс дыхания происходил, надо, чтобы кислород заходил и горел. Образовывался углекислый газ, он выделяется, мы дышим. И вот когда встречаешь спортсменов, которые там занимаются, есть такое выражение «второе дыхание». Так. Второе дыхание откуда происходит? Открылось второе дыхание. Да, откуда второе дыхание, говорят. Откуда появилось? А очень просто. В легких есть мышцы, которые заставляют его сжиматься. Мы спим, замечаем, да, процесс этого дыхания, но они работают все равно, мы же дышим с ними. Но они же устают, когда мы интенсивно начинаем двигаться. И когда устаем, мы что делаем? Начинаем задыхаться, да, у нас не хватает воздуха и так далее. Потом вдруг бах, открылось второе дыхание, стало дышать легко. Почему это происходит? А очень просто, да, потому что мы подключаем внешние мышцы, то есть мышцы нашего тела, которые начинают участвовать в расширении и сжатии легких. То есть те мышцы, которые самостоятельно двигали, устали, помогаем движению. Вот бежит бегун, вот надо делать вдох-выдох. И вот когда мы будем говорить о упражнениях про дыхание, мы будем как раз применять это, да. Есть же искусственное дыхание делают, человек вот помирает, ему делают искусственное дыхание. Что делают? Разводят руками, сжимают, то есть разжимают ему грудь, сжимают, да, и за счет этого происходит массаж как бы легких, которые сжимаются, и выжимаем из альвеол углекислый газ, и когда расширяем, туда попадает кислород. Вот процесс дыхания. Ага. Но дыханию правильно дышать научиться никогда не поздно. С чего можно начать? С какого упражнения? Но я хочу дать два упражнения, которые человек должен уметь дышать. Да? Первое. В основном мы дышим, основная масса людей, когда маленький, он дышит правильно, потом почему-то начинает правила приличия и так далее, и потом начинает человек дышать неправильно. Неправильное дышание – это когда дышит грудью. Грудь вздымается вверх, да, и человек дышит. Здесь работает только, скажем, 2/3 верхней части легких, а нижняя часть как бы легких не работает, да, получается, мало работает, скажем так. И поэтому человек вдыхает неполные легкие воздуха. И для того, чтобы у нас легкие полностью заполнялись, надо расширять живот. Так. Мы знаем, как певцы, да, оперные и так далее, ни одного худого я еще не видел. Они все почему-то с животом. Почему? Потому что они долго выдыхают воздух, им надо, чтобы был куда заходить воздуху в легких, да? И вот, чтобы дышать, надо надувать живот. Как надуть живот? Просто его надуть? Да, мышцы живота есть, пресс называется, да? Так. Их надуваем, то есть вдох делаем, живот надуваем, надули, выдохнули, живот убрали. Вот это простое движение, да? Вот медленно делаем вдох, надулся живот, чуть задержка дыхания, а потом выдох. Чуть задержаться тоже надо. А потом опять вдох и выдох. Да. Вот некоторые закачивают пресс, потом дышать не могут. Да. Надо, чтобы живот был такой, да, подвижный. Эластичные мышцы чтобы были, да. И вот дышать надо так, чтобы как бы, помедленнее. Курильщики курят, успокаиваются. Почему? Потому что они делают глубокое дыхание. Вот. Затянулся, медленно выдохнул. Затянулся, выдохнул, успокоился. На самом деле, сигарету брось, также он будет вдыхать и выдыхать. Он, в принципе, успокаивает все нервы тем, что дышит. Делать глубокий вдох и глубокий выдох. Вот, пожалуйста, вдох, выдох. Вот это первое упражнение. Так. Это делать надо так, чтобы между вдохом и выдохом там задержка дыхания была где-нибудь там секунд 5, потом 10, потом 20, можно регулировать. Следующий вариант. Это вот, как я говорил, второе дыхание, да, вот движение тела или вот искусственное дыхание делают. Вот, когда правильно дышим, мы стараемся помогать себе мышцами другими, да, внешними мышцами тела, скажем так. Грудные, спинные, межреберные. Вот они должны помогать нам двигаться. И вот первое упражнение – это вдох. Расширились максимально. Собрали все. И выдохнули. Все. А я уже выдохнула. Да. И вот в ушу есть такая практика, когда вдыхаешь, глотание делаешь слюны.
потом выдох. Опять вдох. Глотнули. И... Интересно, во время вдоха можно глотать еще, оказывается. Нет, остановиться, заглотнуть, а потом выдохнуть. Да, Потом выдохнуть. Да. Ага. Вот. Вдох. Глоток. Выдох. Таким образом мы делаем паузу для того, чтобы в организме этот кислород усвоился, а углекислый газ выработался, да? И потом мы его выдыхаем. Без углекислого газа кислород туда не попадет, в организм наш. Так же, как вот известная притча про стакан с грязной водой и чистой водой, да? Когда Брюс Ли там типа учит, он говорит там, вот видите, твои знания вот на донышке стакана грязные, а вот мои знания полный стакан чистой воды. Если я налью туда свои знания, грязная вода все равно будет. Поэтому, говорит, ты выкинь это, да, и налей чистой воды, да, будет чистой. Да. Василий Миронович, но когда мы ходим, мы тоже ведь, как правило, дышим. А возможно ли дышать неправильно, когда человек ходит? Если техника? Дыхание совпадает с шагами, значит, все правильно. Вот сейчас очень популярна скандинавская ходьба. Да. Почему она популярна? Почему людям нравится? Потому что некоторые люди ходят, как бы осанка неправильная, да, ноги передвигают, да, то есть идет методом брахиации, что называется, да, в постоянном падении идет. Когда человек занимается скандинавской ходьбой, у него в руках палки, он начинает двигать. И вот так шагам, да, и положением палки он начинает дышать правильно. И поэтому вырабатывается правильное дыхание, и людям нравится это. Они чувствуют, что у них прибавляется как бы сила, там, тогда энергия идет. Просто человек вроде уходит, там не бегает, там не прыгает, не занимается там какие-то тяжести, не поднимает, да, а просто ходит. И за счет этого у него происходит как бы насыщение энергии организма, потому что человек, когда правильно двигается совместно с шагами, он и правильно дышит. Про дыхание вот второе, почему я говорил, потому что вот действительно неправильно он двигался там, да, и у него дыхание начинало задерживаться, и он задыхался, а потом совпало дыхание с движением тела, тут пошло второе дыхание. Вот самое главное, чтобы у всех людей вот это было совпадение движений с дыханием. Если мы это будем придерживаться, то у нас будет правильное дыхание и, соответственно, долгая, здоровая жизнь. Действительно согласна. Василий Миронович, огромное вам спасибо за потрясающие упражнения. Я думаю, каждый день их выполнять с утра, да? Не составит никакого труда. Да, не только утром, в любое время. В день по несколько раз. Да, человек едет в автобусе, ну, живот надувает, это самое, никто не заметит даже. Да. А руками махать, конечно, по утрам, по вечерам. Да. Уважаемые телезрители, ведите здоровый образ жизни, гуляйте чаще на свежем воздухе, в парке, почему бы нет, дышите правильно. Здоровья вам и сил, не болейте. Даша, тебе слово. Спасибо большое, Екатерина. Вот нам сейчас необходимо прерваться на короткую паузу, в течение которого я буду, как мне сказали, растягивать свой живот, правильно дышать и успокаиваться. А вы, дорогие телезрители, оставайтесь с нами, потому что сразу после рекламы мы отправимся с вами в далекое село Енгра. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Недвижимость в Петербурге и Москве от застройщика. Широкий выбор квартир, комфорт и бизнес-класса. Престижные районы, удобные планировки, качественная отделка. Выгода до 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Самый лучший магазин, да еще и не один. На качество акцент. Светофор. Магазин низких цен. Алроса, помимо налогов и дивидендов,
ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. Как быстро летит время. И наш эфир уже практически завершен. Но, как я говорила вам еще в начале, анонсировала о том, что в конце посредством вот именно той самой уникальной связи, видеосвязи и телефонной связи, мы можем сегодня общаться с людьми из самых далеких уголков нашей республики. И с нами на связи сейчас учитель начальных классов Алена Колесова из села Енгра. Алена, здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Мы приветствуем вас сегодня. Вы в прямом эфире. Да, я слышу вас. Доброе утро. Ален, у вас очень интересная жизнь. Неспроста сегодня мы решили поговорить о вас. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вот представьте себя. Меня зовут Колесова Алена Львовна. Я родилась и живу в венкийском селе Енгра. Енгра в переводе с венкийского означает «ветвистые рога». Также я принадлежу венкийскому роду Бута, выходец из семьи оленеводов, и также являюсь правнучкой знаменитой венкийской шаманки Матрёны Петровны Курбальсиновой. У вас действительно уникальная семья, и вы можете ею гордиться. Но и помимо того, что вы из той самой уникальной семьи оленеводов, вы сегодня работаете учителем начальных классов. Расскажите о том, профессия выбрала вас или все же вы выбрали профессию? На самом деле я мечтала стать учителем еще в свои школьные годы. И, как правило, мечты должны осуществляться, и я не предала свою мечту, и по сей день вот сейчас работаю учителем начальных классов. А как проходило ваше детство? Потому что сейчас, мне кажется, современная молодежь мало что знает, да? Вот о той самой жизни в тайге, с оленями. Вот расскажите для наших телезрителей, как проходило ваше детство. Ну, как я уже сказала, что я из семьи оленеводов, и труд оленеводов, конечно же, бесценен, и это очень сложная работа, где нет ни выходных, ни праздничных дней, даже нет больничного. И вот когда мне исполнилось 3 месяца, мои родители увезли меня далеко в тайгу, где я росла среди бескрайней тайги и чистых рек, высоких гор, и среди, конечно, своих оленей. Можно я еще расскажу немного о своем имени? Конечно, конечно. Мы стояли очень далеко от нашего села Енгра, и поэтому вездеход приезжал очень редко и привозил продукты. У меня есть моя старшая сестра, и когда приехал вездеход, она распаковывала, получается, коробки с продуктами в поисках сладостей. И, видимо, нашла тогда, первый раз появилась шоколадка Аленка. Ну и, собственно, когда я родилась, так и у меня венкийскую девочку, честь русской, можно сказать, шоколадки Аленка. Вот почему вы стали Аленой, да? То есть вы вот такая местная шоколадка, так сказать, да? Можно так. Ален, ну вот сегодня, вспоминая свое детство, я просто с вами разговаривала до эфира, да? Ой, связь прервалась. Ну, я думаю, сейчас наши администраторы свяжутся с Аленой вновь. Ну, а тем временем, знаете, я бы хотела напомнить вам, дорогие телезрители, о нашем телеконкурсе. Телеконкурс объявлен программой «Бюгюн» и программой «Сегодня». С понедельника по пятницу вы можете отправлять фотографии на тему «Дети», «Огород», либо «Лайфхаки». У вас, мне кажется, большой такой арсенал фотографий. Не стесняйтесь, отправляйте их на нашу инстаграм-страницу. Внимание, инстаграм на экране. Отправляем на инстаграм-страницу в директ. Обязательно подпишите фамилия и имя и откуда вы. И, конечно, каждую пятницу мы будем подводить итоги и называть победителей. Вот, например, участники нашей прошлой недели. Ну, на такие фотографии прям приятно смотреть.
Не стесняйтесь, будьте активнее. Программа «Бигуин» будет только рада, если вы будете выходить с нами на связь и участвовать в наших телеконкурсах. Ну что, попробуем связаться еще раз с Аленой. Алена, алло. Да, я вас слышу. Все, мы вновь вместе, да? И значит, мы остановились на том, почему вы назвали вас Аленкой, то есть в честь шоколадки. Вот, значит, росли вы, и сегодня вы учитель, да? Для каждого учителя 1 сентября – это такая знаменательная дата. А помните ли вы свое 1 сентября? Конечно, я вспоминаю свое детство, и сейчас нынешним школьникам я очень завидую, когда они идут с большими букетами, нарядные, с большими красивыми бантами. Но у меня, к сожалению, не было 1 сентября, потому что мы, во-первых, находились очень далеко от села, и в наши оленьи стада приезжали, за школьниками приезжали вездеход, вертолеты. И как раз-таки, когда мне исполнилось 7 лет, вроде бы наступила пора идти в 1 класс, приехал вездеход, все шло как должно быть. Но по дороге наш вездеход сломался, и поэтому мы в школу приехали в 1 класс только в начале октября. Поэтому как таковой 1 сентября линейки у меня не было. Поэтому я очень сейчас завидую нынешним ученикам и всегда вспоминаю себя, свое детство. Ну, Ален, вы сегодня являетесь руководителем уникального движения «Юный оленевод», о котором знают не только на территории нашей республики, но уже и далеко за ее пределами. Как вам пришла идея создания подобного движения и вообще чем вы там занимаетесь? Руководителем детского общественного движения «Юный оленевод» я стала в 2017 году. Мне предложили, то есть в нашей школе, да, я сразу согласилась. Конечно, я сначала совершенно не понимала, что это такое. Затем уже со временем начала входить в работу. Мы с детьми, получается, выезжаем во время каникул в тайгу, где дети показывают, показывают свое мастерство в оленеводстве, потому что не каждый ребенок с оленевода может поехать себе в стадо во время каникул, так как они находятся очень далеко. Также у нас проходит целая декада детского общественного движения «Юный оленевод». У нас проходят научно-практические конференции, мы принимаем участие в международных олимпиадах по родному языку. Вот в прошлом году с детьми мы выезжали в город Благовещенск и в Китайскую Народную Республику, где заняли первые места. И также один из ярких праздников, который у нас проходит в селе Янгра, это, конечно же, День оленевода. Мы с нетерпением ждем этого праздника, где съезжаются все оленеводы со всех стад и показывают свое мастерство. И вместе с ними принимают участие, у нас даже отдельный день выводится, специальные детские оленьи гонки, где Ален, у нас, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу, и я бы хотела затронуть еще тему того, что помимо того, что вы такая умница, вы занимаетесь активно общественной деятельностью, да? Так вы еще пишете потрясающие песни и стихи. Да, это мое такое хобби. Вкратце расскажу. Свои стихи я еще начала писать в школьные годы, но у нас есть своя студия, основателем которого является Сидоров Джоустан Витальевич. Кстати, пользуясь моментом, я бы хотела его поздравить с победой в выборах в Белецком Олимпийском национальном наследии. Поздравляем его с победой, желаем упорства, сил и дальнейших успехов. И благодаря этой студии Тунгус Рекордс, мы записываем свои песни. На эвенкийском языке, да? Да, на эвенкийском, на родном эвенкийском языке. Отлично. Ну и вот ваши самые главные достижения из творческой деятельности? Конечно же, скоро выйдет мой альбом первый эвенкийских песен. А так мы сняли множество клипов, записали много песен, не только для села Янгра, но и для других регионов, сел. И недавно, буквально в августе в этом году, мы сняли, мой первый авторский клип, который называется «Туруял». Туруял. Ну что, спасибо большое, Алена.
Мы очень прям вдохновлены вашей работой и благодарим вас за то, что вы стараетесь во благо своего народа. Ну а завершаем мы наш эфир сегодня именно тем самым клипом «Туруял». Внимание на экран. До новых встреч! Эвай, читкай, туруял! Эвай, и читкай, туруял! Баланы марын туруял бугала варда гилдері.